Доброе утро. Сегодня вот такая вот аквачка 861 аква. Постояла маленечко. Сейчас ошибка там горит внутри. Сейчас залезу, посмотрю ошибку. Вдруг это не батарея, вдруг это помпа. Может быть такое? Может быть, легко. Причем легко может быть такое. Ошибки горят. Сейчас посмотрим. Так-то свеженькая машинка. Так, захожу, гибрид контроль. Посмотрим. Нет, другая вообще ошибка. Генератор, position, сенсор. Ха, нифига себе. Это не батарейка. Батарейка, все в порядке. Ну, относительно, конечно. Все равно, наверное, надо снимать батарейку. Смотреть, но это, короче, у него инвертор мозги колупает. Короче, это не с батарейкой связанная проблема-то. Ё-моё. Батарея-то вон ровная. 1577, 79, 1582. Батарейка вся нормальная здесь. Короче, у него что-то инвертор моросит. Это не с батарейкой дело. Блядь, зависло все. Холод. Сейчас, короче, скидываюсь, и потом опять эта же ошибка вылезет. Ему что-то надо будет делать, если прям часто будет вылазить. Ну-ка, двигатель посмотрим. Короче, интересно, девки пляшут. В моторе ничего нету. Походу моросит этот инвертор. Я первый раз такую ошибку вижу. Так что вот такие пироги, дорогие друзья. Сейчас эту ошибочку запишу. Буду гуглить, что это такое. Тоже не каждый раз такое происходит. Все, ошибку скинул. 99 тысяч пробега. Что ей будет? В машине-то что будет? Она свежая. Прокатился, короче, кружок дал по двору, вокруг вот этого дома проехался. Вот. В общем, ошибка не вылезла. История такая, там есть коробка передач. Это мотор-генератор, короче, грубо говоря. И там есть револьвер, такая штука. Скорее всего, вода попадает, влага, конденсат. Вот, надо снять разъемы, посмотреть. Ну, коробку, короче, там вот эти разъемы большие снять. Посмотреть, может, там окисление какое-то идет. Почистить, на место поставить. Ну, все, в принципе. А так, ошибок больше нет никаких. Машинка-то свеженькая, видите, в последнем рестайле. Прикольненькая. По-моему, последнем, ага, рестайле. Ну, свежая уже. Ген 4 батарейки ходят прилично. В общем, через год только, если приедет на батарейку. Ну, если, конечно, ее никто не махнул. Где-нибудь, когда-нибудь. Ладно, как-то так. Вот такая вот интересная ошибка. Вот эту посылочку все-таки я распакую. Посмотрим, что здесь с посылочки. Ну, я знаю, там вот такие приборчики. Надо их, короче, распаковать, подготовить, сделать к ним кабеля, чтобы все четко по красоте было. Элементы заканчиваются. Нужны элементы. В общем, вот такая вот байда есть. Это Camry. От Camry батарейка. Поэтому сейчас я ее раскулачиваю, разбираю, корпус наверх, на чердак. Очень редкий гость в наших краях. Вот. А батареи на ремонт. Буду людям ремонты делать. Ну и высвободил вон там уголок. Вот это все барахло, короче, тоже все наверх. Вот. Видите, как сколько места сразу. Сразу сколько места появилось. Можно еще одну полочку зафигачить. Кстати, у меня вот такая еще полочка одна есть. Да, и еще я такой кран еще сделал себе. Отсоединил, что ли? Не понял? Перестал работать. Ёк-макарёк. У меня контракт, камрюшечка, наконец-то я до нее думал. Комплектом продам, короче, особо желающих нету. Камри. Какие-то жопошники все, камрюшечники. Катаются на ошибке до талого на.
Вот, я им говорю, ну, конечно, 34 элемента так-то бабок стоит. Вот такая вот здоровенная батарея, да? Вот, ну, что тут у нас? Контакты грязные. Ну, контакты так и оставлю, в принципе. Контакты грязные. Номера. А, по номерам, кстати. 46, 47, 48, 49, 42, 40, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 90, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48. Короче, родная батарея. Какие-то волосы здесь. Ну, короче, я ее просто сразу затащил, ничего не продувал. В общем, буду сейчас проверю. Мне ее надо разрядить, чтобы потом на поканалочку. На поканалочку, пока заряжена. Так, сегодня у нас еще вот такая вот аквачка приехала. Прикольная вот девочка, вообще анимешка прикольная. Классно, блин. Кто аниме не любит, тот какой-то странный, по-моему. Есть люди, которые аниме не любят. Прикинь. Это не просто аниме, это порно-аниме. А, это даже... Фу, блин, тогда не надо любить. Тогда это не на любителя. Е-мое, бедную, да, распечатали там? Видишь, она какая грустная. О, бля. Вот подтекст, да? Вот не знали, нормально все было. Вот взял и испортился. Так, посмотрим. Гибрид контроля CP080, делаем батарею. Сразу сейчас скажу, сколько чего кого. Да. Батареечка. P080. Других не бывает. По батарее. Ну, бывают другие, конечно. P там 7 есть. P0A7F. Какой процент, что она вообще там восстановима? Это вообще нормально все делает. Сейчас я тебе скажу, сколько. Да? Ну, не ошибку оставил он внутрь ошибки заходишь, смотришь. Просто я мне разрываюсь контрактную купить или ремонтировать, блин. Ну, если у тебя баба махкурдук, как говорится, то, Ну, конечно. махкурдук, блядь, ну этот. Ну, только серединка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, серединка только. Края живые. Раз, два, три, четыре. Ну, Она, вот по-моему, родная, если я не ошибаюсь. Да, это родной износ. Ну, вот сейчас смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, 10 батарей, короче, под замену. 10, это что, 40? 60, 60, 70, почти 80 рубасов почти. Да. Конечно, работа туда-сюда. Я решил, короче, шторочки тут зафигачить. Давно уже у меня шторочки есть. Эту шторку тоже натянул. Струну натянул. Сейчас начинаю потихо отсюда все высвобождать. Красоту навести надо. Все лишнее убрать, короче. На чердак. Все, что не надо, все на чердак. Что, вот такая красота, короче, получилась. Теперь вот эти все коробки и прочее. Вот это все. Вот то, что я вот сюда кинул, короче, это все на чердак идет. Мне это не надо. Все на чердак. Вон то тоже на чердак. Блять, или вон там закрыть надо будет. Ладно. Короче, как-то так и никак иначе. Убраться надо. Вот это все убрать. Ну, красиво, красиво. Ничего не скажешь. Я не смог удержаться. Начал полную тотальную приборку. Все тут. Все тут, короче, блин, прибрал вообще четко. Просто батареи промыл. Помыл, короче, батареи с химией. Стол протер, сейчас полы, короче, замою. Вот это весь мусор. Вот это я в свой гараж что-то увезу тут. Тут, короче, какая-то мелочь, короче. Вот. Завтра струбцину вон туда зафигачу. И продолжу. Вон тот пакетик, чтобы закрыть. Как-то так. Сейчас замываю полы. Прям все вымываю здесь. Но Дюбей Кибагами мне поможет в этом деле. Ну и еще тут кое-какие вещи надо убрать отсюда. В общем, как-то так.
приступаю к мытью полов. Делал ПХД, эти приборчики работали. Профессиональные приборы с компьютерным управлением. И там дофига можно всяких программ зафигачить, которые нам только не снились. Вот. И скамрюхи. Бам-б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 ам. Сотки, 90. Как я рад такому раскладу. Хоть будет чем работать, ё-моё. А то у меня вон полочка уже все. Пипец. Свободная стала. Сейчас, короче, на полку собираю вот эту штуку и на чердак. Потом полы здесь помою. Полы здесь тоже помою, отмою, потому что внизу просто красота уже вон. Просто там чистота. Ну вот такие проценты, короче, получились. Офигенные. 34 элемента. Прям я рад. Очень этому рад. Что внизу-то получилось? Ё-моё, какая красота, блин. Какой запах, а. Прям как дома, блин. Ё-моё. Можно в тапочках ходить. Офигеть. Просто полы чистые. Батарейки здесь. Подкидыши здесь. Убрал это все нафиг. Тут у меня стул стоял. Нафиг он мне этот стул нужен. Тут все прибрал, короче. Эти канистры туда, наверх. Сейчас осталось только мне... Что осталось? Ну вот с этой ямой ебучей разобраться. И все, ну ничего, скоро я ее победю. И всех победю. По-любому победю. Куда я денусь. Вот. Протер эту шторку еще. Она пыльная, грязная, вон там вот внизу была. Вот. Хотел поставить машину. Ну, думаю, в следующий раз, короче, сегодня на улице не так холодно. Так. Что, теперь мне надо наверху прибраться. Пойду прибираться наверху. Благо воды дофига. Сейчас черпану водички и пойду. Ну что, вчерашняя батареечка 50-ка, которая. Чуть-чуть разбежались там два хвостика. Вот она лежит. Красотка. 50%, все батареи 50%. В этом есть тоже свой плюс такой, то что когда собираешь именно 1% батарею, чтобы она вся была плюс-минус по емкости одинаковая. В этом тоже есть свой, ну как сказать, такой ход конем. Ладно, но все равно я ее перетусую, в принципе. Потому что тут есть вот вместе, вот эти, которые два вот вместе они попадали. Видимо, так получилось, то, что два слабеньких вместе стоят. А мне надо сделать, чтобы слабый-сильный, короче. Вот так вот. Сейчас буду вычислять, кто слабый, кто сильный. Потом пересоберу разочек еще. И все. И все будет четко. И пусть лежит. Ждет своего хозяина. Либо я просто как подкидышный вариант буду использовать. Потому что с района приезжают люди, и у них нет возможности там, у меня тут целые сутки тусоваться. Подменку ставишь и отправляешь. Короче, как-то так. Сегодня вот такой вот интересный день. Что-то машин дофига понаставили. О, тут какое-то мероприятие. Поэтому хорошо, что я поставил своего красавчика здесь. Иначе бы просто мне заставили бы всю парковку. Ну рассказывайте, как так купили-то машину и не проверили даже батареи, ё-моё, блин. Это вот самое главное, косяк, когда покупаешь гибрида. Хотя бы надо какого-нибудь товарища попросить, чтобы хотя бы просадил. Ну да. Да, просадил бы, посмотрел. А сейчас пойдем посмотрим, что за батарея, что за ошибка. Ну, наверное, денег много или дешевая цена была? Да, порядке нормально. Нормально. Ну, она красивая, да. Мне нравится. Я бы сам повелся. Потому что, смотрите, зеркальный номер. Да? Уже бабок стоит. Уже рестайл. Какие красивые у нее глазки, да? Да? Блядь, какая красивая все-таки. Аква красивая. А если еще комплектация хорошая. Зимняя резина. Даже японская, по-моему, да? GSI. У меня такая стояла. Тойо.
Это вообще крутая резина, кстати, вот эта GSI. У меня такая была. Обзоры посмотрите на нее. GSI 5 называется. Прям четкая. Там у нее системы, там они, эти японцы, там вообще четко сделали с резиной. Это не GoForm, это Япония. Все уже пленки, все дела, да? Блин, запашок такой четкий. Ё-моё, сзади, смотрите, накладки даже есть. Тюнинг. Ну это рестайл. Даже выхлоп, смотрите. Но батареечку не углядели. Плавничок. Будем смотреть. Так, все, смотрим, ребята. Роллы на руке. Роллы на руке. Так, пробег 185 тысяч километров. Гибрид, контроль, заходим. P080, ошибка по батарее. Но бывают и другие ошибки. Нет, одна. P080, One More Night. Еще одна ночь. Еще одна ночь. И я типа все. One More Night. Ну, нас могут забанить за эти треки. Это американские треки. А YouTube не прощает. One More Night. Ну что мы имеем, короче. Зашел я в саму ошибку, да? В саму ошибку. И это хорошо. Чтобы написать было этот программный софт. Надо иметь, короче, прям реально мозги. Не просто вот это все, что тут есть, да? Это, конечно, построить эту машину тоже надо иметь мозги. Но чтобы написать софт, вот эти все параметры прописать, как это все будет отражаться, как это все работать. Это вот, представьте, сколько надо курить, да? Ну, курить именно тему. Чтобы вот смотрите, сколько всяких параметров. Это все, вот это параметры. Я листаю, смотрите. Листаю, она не заканчивается, блядь. Это таблица это. Это не какой-то Word, Excel там и так далее, да? Это вообще, это просто. И смотрите, что он показал. Хоба. Я сейчас поставлю на эту. Ну, скрин, короче, сделаю. Все, что 13-е, все на выброс. А она вся на выброс. Все 13-е. Я так и не понял, почему. Но она перебранная кем-то когда-то. А вот 11 есть. 1184. Вот он. Вот 11. Видите? Короче, грубо говоря, 2 батарейки на выброс. Потому что кто-то что-то уже делал. Кто-то что-то делал. Одна батарейка, она будет постоянно загораться. Короче, вот такая вот история. Но кто понял, что это за программа? Это Touchstream называется. Именно. Ну, взломать они ее взломали, короче, наши хакеры. Так бы мне ее пришлось покупать где-то там дорого. Но она ломаная, можно. Но она английская, короче, слишком много переводить. Хондовскую перевели, а вот это не могут перевести. А может есть где-то? Вот смотрите, я сейчас ее скинул, все, она заглохла. Других ошибок нет. Ну и быть не может, потому что двигатель тут простой. 1NZ. Они ходят прям очень долго, очень много. Вот, но хозяин уже знает, как климат ставить, да? 25 максималка. Максималка 25. Ну, а если долго где-то стоишь, вообще можно 19 поставить. Представьте, сейчас на улице будет 19 градусов тепла. А я в куртке сижу. Я что, дурак, что ли? А? Будет 19 градусов на улице тепла, а я буду в куртке ходить, блядь, в шапке, блядь. Нормально это будет, как вы думаете? Я думаю, это будет как этот в том анекдоте, да? Вышел на улицу в лыжи обутый, да? То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый. Ладно, дорогие друзья. Все, обрадовал человека. Человеку надо делать батареечку. Вот даже кто-то, видите, как отнесся. Это называется... Блин, как это называется-то? Ну, я бы так не смог бы, наверное, потому что я бы оторвал бы это, потому что некрасиво получилось. Ну вот так вот все. Рука дрожала, как говорится. Рука дрожала, но я делал.
На Кто? нашем, Кто на это? нашем Кто холоде это? каждая форточка поможет. Да, да, да. На нашем холоде каждая форточка спасения, блядь. Ладно. Шутки шутками, короче. Смех смехом. Подкрутить попытался, короче, даже отвертки нет, вот ногтем, блядь. Ногтем не могу. Вчера подстриг. Ладно. В общем, будет записываться, посмотрим. Видос это будет вступительный. Стресс-тесты устраиваю. Прям жестко разряжаю. Заряжаю и прям жестко до талого разряжаю. Это вот у меня 50% живая батарея. Кому надо, обращайтесь. О цене договоримся. 50%. У кого печальная батарея на Приусе 30-м. Вот готовое решение. Смотрите, никто не выпал. Все разрядились. Все. Все, короче, прям. Я так не делаю никогда. Но когда собираю вот такие батарейки, которые прям должны дубасить, я, короче, с ними прям не церемонюсь. Все. Как-то так. Хоба. Одни вон там 2 полетели самых слабых, но это все фигня. Главное, они выстояли, и после разрядки, смотрите, какая разница. 0,10. Четко. Четко. Все, заряжаю. Заряжаю, и все. И пусть стоит. Как-то так. 50% о цене договоримся. Обращайтесь. Аква. Блядь, какая Аква. Prius 30, Prius Alpha, Voxy, Noh, Esquire. У кого конченая прям батарея. Вот такой вариант. Ну что, сегодня у нас беспробежка. 1,5 мульта, хозяин говорит. 171 тысяча. Ну, конечно, родная батарея. 170 тысяч прошла. Что вы хотите от нее? Нифига себе. Не каждая машина 170 тысяч вообще проедет. А тут только батарейка, блин, пришла. И то она частично может перебрана быть. Как бы тут ничего такого. Но комплектация хорошая. О, 2 двери, 2 печки, 2 монитора, все дела. Круиз, муиз, Вокси, Снежка. Четко. Капитанские кресла. После японца. Японец даже ничего, наверное, еще даже никакого колхоза, ничего нету. Подогревы сидений, да, все есть. Круто. Расход 9,8. Вот так как ошибочка загорается, ну, видимо, еще и на прогревах. Утепляться надо. Уже похолодало. Ну что, дорогие друзья, смотрим. Сейчас она заряжена. Сейчас заряжена. Будем сажать. Смотрим показатели до и потом после. Даже сейчас по сильному, самому сильному и по самому слабому можно определить, что кто-то есть тут уже. Но на заряженную смотреть смысла нету. Надо где-то к 14, когда подходит 14 вольт, тогда только можно определить. А то там некоторые цешкой там звонят и так далее. Типа я там прозвонил, ничего не вижу. А как ты это все увидишь, если тебе только под нагрузкой это надо прозванивать? Подключать нагрузку, а потом уже амперы, эти, вольтметр подключать. Под нагрузкой смотреть. Сейчас же идет нагрузка, смотрите, 7 ампер. 7 почти. 6. Ну вот сейчас все скину. До 3 скину. Потому что кондиционер не хочет работать. Он понимает то, что за бортом холодно. И он не будет маслать его. Иногда включает, иногда отключает. Ладно, потом под конец подключусь. Потом включусь, когда будет 14 с копейками. Мне вот приехал аппарат. Короче, денег нет. А вы держитесь. В общем, я ему предложил вот такое вот решение. Компромиссное решение. 50%. Очень легко ремонтируется. Тем более он свою батарею оставляет. Его батарею проверяем. И будут у него ремонтные. Потому что таких машин у хозяина несколько. Вот. Батареечка уже здесь. Была уже одного мастера на проверочке. Вот. Приговорили, короче. Долгий диалог был с хозяином. Ну, все в пыли. Ничего не делалось. Вроде как записей нету. Ну, потом все наверху проверим. Аркадий Паровозов, там поедем в номера, все это будет. Вот сейчас Аркадий Паровозов будет. И вот эту штуку тоже, видите, какая она грязнючая. В общем, это сейчас все продуваю. Хозяин поснимает.
как это все тут пылище полетит. Ну и я уже сегодня на улице. На улице тепло, -2, почти весна. Смотрим. Так, вентилятор готов. Вот эта штука. Тоже. Вот так как у него клапана там внутри плохо пропускает все пыль. Летом катается вся пыль в салоне. Так, это мы отмыли. Теперь да, она грязная. Это не пыль, это грязь. Она уже вот мокрая. Не сбивается. Самостоятельно отваливается уже. Видимо, кто-то рванул. Чем лучше продуешь, тем меньше пыли внутри. Чистота залог здоровья. Так, ну и здесь. Все, выключаем. Вот эту батареечку, полтинника туда. Попрошу обратить внимание на пыль в подкапотном пространстве. Там хозяин говорит вообще, вот, открыто, видите, сломано. О, такого нельзя допускать, ребята, улицу видно. Это хотя бы пенофолом чем-нибудь закрыть и все вымыть, короче. Вся эта пыль угробит батарейку. Никакая. И вон там вот тоже надо посмотреть. Улицу видно, просветы. Но, ладно, это еще нормально, но вот так допускать нельзя, как здесь. Как вот здесь, это просто картошку можно посадить. В общем, поняли, да? Всегда обращаю внимание на это. Если даже у вас вы ничего не сделаете с этим клапаном, поставите даже новую контрактную батарею, вы ее ухряпаете, она долго не проживет. С таким состоянием даже никаких гарантий вообще не может быть, даже, наверное, на новую батарею. Как-то так. Ладно, сейчас устанавливаю Prius 50, то есть Prius 50%. Батареечка мною недавно собрана, проверено, все четенько. Залазим вовнутрь. Оба. Легким движением руки. Оба. Редко показываю, что это не так сложно, но можно спину можно надорвать. Итак, сейчас устанавливаю, потом ту батарею наверх. Все, выключай, пожалуйста. Так, пробега у нас. Давай нормально заводи. Человеческий. 194 тысячи пробега. И вон тут ручник еще стоит. Какой-то деятель. Но это не горит переборка. 194 тысячи пробега. Как-то так. Ладно, это мы заносим. В общем, история такая. Один этап прошел, на втором все посыпалось. Емкости тут мало. Серединка просевшая. Ну, не знаю, тут нецелесообразности ремонта нету, короче, как таковой. В принципе, можно было бы, конечно, перебрать, если бы у него не было больше других машин. А я человеку объясняю, то, что у тебя есть еще другие машины. Ты вот эти батарейки оставь на ремонт тех машин. Потому что в тот момент, когда они у тебя ошибки вылезут, у меня может уже к тому времени батарейки не быть. Чем я тебе буду ремонтировать? Вот. Ты свои принесешь, и мы тебе сделаем. В общем, 4 креста, ну, грубо говоря, 5 батарей крестовых. И вся вот отсюда где-то провал идет. Это минимум 14 батарей, а сумма совсем другая, короче. Вот. Совсем другая, лимит, как говорится, другой. А тут будет уже про запас лежать батарейки сильные. И другие машины отремонтируют. Ну, как бы мое видение такое. Сейчас хозяин еще раз подумает, может ему надо ее отремонтировать. Мне без разницы.
Мне без разницы. Но мое решение, я думаю, лучше, потому что у него авто таких еще несколько. А они его не отпустят по-любому. Друзья, просто поменять контакты не помогает. Хозяин, оказывается, где-то был в другом сервисе, они чистили контакты ему. Ну и поставили, видите, вверх тормашками. Поросятки ушками внизу. А должны быть вот так вот. Вот. Видите, ушки как бы. Ну, импровизированные, конечно. Ушки. Вот. И, ну, в принципе, это родная батарея. Как бы поедем в номера. Сколько? 70. 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, а нет, вот 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Батарея родная, но вот что-то вот одна, вот почему 70, я так и не понял. Не знаю. Ну, вроде как похоже. D5 это D4. Интересно. B5. Дальше тоже B5 идет. Этот один B4 почему-то. Ну да ладно, короче, родная батарея. Сейчас я переворачиваю, на по каналку ставлю. Смотрим, сколько тут чего осталось. Хозяин забирает элементы, корпус забирает. И все. В принципе, и катается. Чё? Проверяется батареечка. Товарищ майор. Товарищ майор. Тезка тоже мой. В общем, предварительные результаты вот такие. Все, ему собрал ему корпус. Вот написал майор. Число. Сразу сверху спустил свой корпус, потому что надо тоже в 30-очку собрать подкидыша. И вот этот вот корпус 50-го, камрюхи наверх туда, короче, закидываю. И все, закрываю богадельню. В общем, люк вообще тема такая на самом деле. Крутая вещь. Потом покажу, что у меня там внутри. О, блин, почему потом? Сейчас сразу покажу. Оба. Хоба. Так, что у нас здесь? Так, включаем. Нифига не получится. У меня батарейка села. В общем, вот такие дела. Все барахло сюда, короче. Все барахло здесь лежит. Смотрите, сколько места, сколько чего можно. Всякого бякого можно напихать. Сейчас собираю еще один подкидыш, короче, 40%, да? Вот уже один сдох. Пиу, полетел. Ну ничего страшного. Так, по батарейке. Мозги, это майора. Вот такие вот проценты. В принципе, есть у него что на ремонты, потому что несколько машин есть, даже 91% есть. 2 91, 80 есть, 70-ка есть, 60-ки 2 штучки есть. Ну, в принципе, тут, короче, на ремонт и пойдет. Вот, заберет хозяин. А сейчас дальше разряжаю. Буду, короче, дальше разряжать, собирать 40% батареечку. Жестко высаживаю, когда 40% подкидыши делаю, видите. Она вся, в принципе, нормальная, здравая, да? Но 2 вылетело, короче. 2 меняем и дальше будет работать. Ну что, еще 2 батареечки помимо тех выкинул. 2 добавил. Все держится, все, ничего не сыпется. Все четко, почти вся батарея высадилась, поэтому заряжаю. И подкидыш готов, 40%. Который стоит тоже бабок, кстати. Что, ни дня без заботы, без хлопоты. Вот они мои контакты. А вы там не знаю, как чистить их. У меня тут целая история, чтобы их почистить. В общем, приступаю к высушиванию их. Гибрид Сила представляет. Сегодня будет осмотр автомобиля перед покупкой. Ну, лакокрасочная, проверяю батареечку. Правда, если там какие-то ошибки горят, их стерли, подтерли. Это нельзя будет, короче, увидеть. В общем, сейчас еду на стояночку. Должна тут в ближайших новостройках Тимирязева 3, по-моему. Вот. Посмотрим.
Краун 2 с копейками стоит. Моя задача: лакокрасочное покрытие, ну, чтобы шпакли не было. Вторичный окрас, это я замечу без проблем. Вот. И ну и батареечка. Будем посмотреть. Ну вот он, этот краун. Фотки потом приложу. Он такой вот красавчик. Начинаю проверочку, пока машинка прогревается. Лакокрасочная. Лакокрасочная. Капот, двери. Нифига. Так, быстренько. Ну, кому не интересно, можете пролистать. Родной окрас, крыло родной окрас, дверь родной окрас. Снег неудобно. Снег, короче, не бьется. А, вон она в чем, в пленке, смотрите. Поэтому пленка есть. А, крыша не крашена. Да. Пороги нормальные. Ну не получится сейчас уже налить. Поэтому моя задача просто посмотреть, протыкать. О, ну тут, по-моему, что-то есть. Будем смотреть внимательно. Да, вот такое ощущение, какой-то тут вторичный окрас, вот эта часть. Да. Вторичный окрас. Крыло. Где-то вот здесь. Или это наледь такая. Сейчас уже наледь. Не, ничего нет. Что-то есть, короче, здесь. Непонятно. Крыло вторичный окрас показывает. В таких условиях не получается именно замерить так, как хочется. Эта часть как будто крашена вторичным окрасом, но там, не здесь. Здесь так не смогут сделать. Невозможно. Прибор минусовые температуры не работает корректно. Корректно минусовые температуры не может быть. Семерка, да, вот. Семерка. А тут четверка. То бишь. То бишь задняя часть под вопросом. Не могу сказать. Задняя часть вторичный окрас. Бьет как вторичный окрас. Тут спокойно, видите, пятерку, четверку бьет. Здесь не может. Вторичный окрас. Тут тоже вторичный окрас. Да. Ну, просто прислоняешь уже на зад крашен. Не знаю, хозяин говорил, не говорил, но зад крашен. Короче, где не крашено, там другие цифры. Ну, видите, вот пятерку сюда показывает. Вторичный окрас. Не знаю, отражено она там, нет. Ну, двери нормально, видите, четверку, пятерку бьет. Как бы тут пятерку бьет. Никакой там серьезной шпакли нет. Интересно. Интересно.
знаю, почему так, блин. Короче, вопросы есть к вторичному окрасу. Не знаю, что это такое. 6 опять показывает. Короче, в минусовые он уже походу не кажет. Потому что, вот смотрите, вот железная стоит машина рядом. И так сразу долбит. Но крузак 9 показывает зад. 5. У крузака тоже жопа делана. Получается. 5-6 крыло. Ладно. В общем, моменты есть по заду. Вот, допустим, смотрите, какая страшная дверь. Ее бьем 2. Потому что тут вообще краски нет. Вообще краски нет. И никогда не было. Вот, оригинальный окрас. Видите, дверь. В общем, как-то так. Ну, короче, неоднозначно. С этим делом неоднозначно. Не могу сказать, что это такое. Но зоны обклеены. Видно, вот, пленочка. Теперь пойдемте вовнутрь, посмотрим, что там. Ну что мы видим? Тут 172 тысячи пробега. То ли барахлит приборчик, то ли что, короче. Но у меня вопрос задней части вторичный окрас. Не знаю, там аукционик, по-моему, нарисовано было, что что-то делалось. Вот. Аукционнике, по-моему, это было. Сейчас захожу. Посмотрим батареечку, попросаживаю маленечко. В условиях мороза не получается корректно посмотреть. В общем, зашел я. Раз, два, три. Да нет. Раз, два, три, 4, 5. Сейчас буду сажать, посмотрим, что будет. Короче. Батарея на улицу просаживать ее не дает. Не дает ее до конца просаживать, заводится. Ну а так, родной износ. Ничего, никто не лазил никуда. В общем, как-то так. Есть нюансы по лакокрашенному, такое какое-то сумбарное, какое-то смутное, блин, получился мутный осмотр. В общем, думайте сами. 172 тысячи километров, родная батарея, состояние удовлетворительно, так скажем, на 4. Все. Как-то так. Я хочу записать контент, разбавить для российской аудитории, да? Сейчас у нас уже морозы, тут, короче, ноябрь. Месяц какой сегодня, по-моему, 5 число или 6. Не столь важно. В общем, накрываем вот такими палатками. Их называют образно Наташа, короче. Вот. Наташа, свои батареечки. Ну, мертвые, видите, с крестами. С крестами батарейки. Так, беру я и просто подкладываю, чтобы не каталась. Вот такая вот палатка. Машина, короче, под ней стоит на автозапуске. И то бишь тепло не теряет. Вся конструкция тепло не теряет. Прогревается быстро внутри. Нагнетает температуру. В общем, тема, короче. У нас сейчас все дворы, вон, видите, вот под Наташей. Только они другого цвета имеют. Такого как бы белого цвета. По ночам дворы почти все машины укутаны в такие штуки. Ну и выхлоп на улицу стоит. Прогревается, глохнет. И тупо стоит, короче, в энергосберегающем режиме. Вот так вот. Вот такой вот микрик у меня стоит. Вот. Прям один в один. Только у меня багажник, поэтому повыше. Как-то так. Но на улице холодно уже, без варежек, без перчаток. Вот холодно уже. Но пока еще такого пара нету. Но холодно. В общем, как-то так. Гибрид сила, дорогие друзья, гибрид сила. Обращайтесь. Что сегодня у нас машинка на диагностике. Короче, человек, говорит, купил. Уже мучается уже. Пока ехал, блок АБС, говорит, навернулся. Ну, хоть кнопочки на руле поменяли. И то хорошо. Так, глянем, что там.
Когда дойдем. Трип. А, вот же трип. 267 тысяч пробег. Короче, экономии вообще тут нету. Эй. 267 тысяч пробег. Экономия вообще у него не идет у парня. 4,4 километра на литр. Ну что, сюда заходим. Гибрид контроль. Если P080, то это батарея. Тут больше гадать не о чем. Сразу глянем. Нет, Lost Communication. Battery Pack, сенсор, модуль. Интересно, что это такое? U0D0 U029A. Что надо-то? Парень, ты что, потерял коммуникацию с этим? Короче, какую-то связь потерял, короче, с батарейкой. Вообще уже, что ли? Ноги отказали. Инсульт. Инсульт, короче. А что инсульт? В батарейке ничего нету. Проводочек какой-то волшебный, да? Возможно, может плохо затянули, но она, по-моему, деланная. Или нет? Подожди. Да, кстати, бывший хозяин сказал, что на 150 меняли. Меняли, да? Поменяли целиком? Да. Lost Communication. Короче, здесь по батарейке ничего нету. В батарейке все ровно. Интересно, девки пляшут. Интересная ошибочка, ребят. По генератору. Генератор находится в коробке. Вот смотрите. Сейчас я вот, допустим, вот сейчас чуть-чуть вот вперед, видите, вперед могу ехать. Назад тоже могу ехать. Назад, видите, могу ехать. Смотрите, сейчас вопрос такой будет. Сейчас я нейтралку поставлю. Он заглохнет. Ну-ка. Нет, держится? А что не заводишься? Что двигатель, почему не заводится? Не-не-не. Ну-ка поснимай. Офигеть. Что мы сейчас ехать будем, нет? Где двигатель? Короче, друга надо отпускать. Двигатель перестал работать. Ну как ты будешь ехать? О, завелся. Слава богу. Короче, проблемы с коробкой передач у парня. Завелся? Завелся. Сзади тоже приусенок. Или что там? 20-ка вроде, да? Или что? Нет, это Виш, перепутали Виш. В общем, когда вот такие, ребята, большие пробеги, есть шанс того, что ушатали все. От батарейки, если уже батарейку увалили, значит там где-то 200 тысяч пробег. Ну тут 270 написано. Если батарейку отжали, значит все остальное идет тоже в отжатие. Идет, короче, коробка тоже идет, хотя она в принципе неубиваемая. Но при каких-то определенных условиях она может пробить. У нее там, получается, в коробке есть генератор, короче, внутри. И коробка вместе с этим генератором, короче, крутится в масле. Если будет пробитие изоляции, он потеряет, короче, связь. Изоляцию уже заряжать, короче, не будет. А так как генератор там большой, много ему ампер надо выдавать. 20 ампер у него сила тока. Вот. Как-то так. Ну а хозяин сказал, что контрактная батарея, в принципе, она как бы ровная. Не знаю даже. В общем, надо человеку заказывать сейчас коробку. Благо она недорого стоит. Дороже установка. Хотя человек может сам, наверное, поменять, если рукастый. Но это уже история умалчивает. В общем, вот такой вот неоднозначная диагностика. Ну как все сделает. Плюс еще горит бустер, иногда загорается. В общем, все ушатывает. Бустер ушатывается, коробка ушатывается. Короче, с большими пробегами машины бывают, как правило, проблемы. В общем, как-то так. Но у них у всех большие пробеги. Опять-таки, если заблаговременно знать то, что человек поменял бустер, поменял батарейку. Но если батарейку поменял, красавчик.
Осталось теперь поменять бустер, двигатель, коробка. Коробка в последней. Ну и двигатели тоже ушатывают. Короче, как-то так. Ладно, дорогие друзья, будет неиздано. Посмотрите. Может, кому-то будет интересно. Ошибка У029А. Берет сила сегодня представляет уборку снега. Нестандартный, да, вариант? Вот. Огонь. Тепло. Градусов 20. Вот, ждет меня. Вот бывалая лопата, надо обновить ее. Лопнула, короче, я тут маленечко неправильно делал, короче. Неправильно делал уборку и маленечко сломал. Сейчас это все дело тут прибираю. На самом деле особо не надо прибирать, наоборот, чтобы этот песок засыпался снегом. По идее, только вот тут вот подмету маленечко и все. Что-то не так с погодой, короче. Что-то не так с погодой, либо с моим отоплением. Вот такие вот ребятки летают. Кто такой лучший друг? Тот, кто поможет тебе перенести что-либо с точки А в точку Б. Либо потом твой гроб поможет захоронить. Как-то так. Забрал лобовуху. Вот она. Занимает 3 места. Ну, надеюсь, доедет. Китайская. Ну, а что? Ладно. Закрываю эту богадельню. Выездная диагностика. У нас вот так вот, короче, машины тусуются в Якутии. Минус 30 уже давануло. Может, что-то давануло, может, забился, блядь, глушитель. Нет, у него не бывает такого. Баллоны стоят. Короче, сейчас буду заводиться, смотреть. Будем смотреть, что такое. Оба-на. Да. Че, пробуем? Да. Подтряхивает это нормально, она же холодная. Сейчас посмотрим, вот это что за чек загорелся, чтобы не голословиться. Ну так и будет, конечно, холодно, пиздец. Ну, фига, он за бортом под Наташей показывает минус 11. А я Сига что показывает? Сигу, нажми, я не знаю, куда нажимать, если даже Пандора же. Пандора что показывает? Минус 7 показывает. Надо тогда автозапуск где-то поставить не меньше минус 9. Ну да, ну там минус 9, пятерка нормально. Все, короче, подсоединяемся, смотрим, что за чек. Смотрите, что написано. Детон в втором цилиндре. Второй цилиндр. Пропуски в втором цилиндре. Короче, надо сейчас в гараж смотреть эндоскопом внутрь. Если там, короче, этот, свечи посмотришь. Свечи поменяешь. Если опять будет эта ошибка вылазить, то, короче, или катушки местами поменяешь, свечи местами поменяешь. Если на другой цилиндр перейдет, значит это катушка либо свеча. Если не всегда будет второй цилиндр, то это пиздец. Продуло бошку. Антифриз попадает, он же не может с антифризом гореть. Ну все. Короче, тащи. 10 литров газа. Где-то, короче, почти, ну даже на 100 километров не хватило. 10 литров газа. Холодно стало, ё-моё, блин. Как по-другому? Сейчас уже все. Ну даже, может, чуть-чуть больше, наверное. Нет, это 80 километров. Это на 80, на 90 километров хватило. 10 литров газа. Как-то так. Сейчас он опять выключился он. Сейчас поеду газком. Газка плесну себе газу. Газу. Хорошо, что у нас есть газ. Потому что если ты будешь на бензине ездить, без штанов останешься. А то некоторые ребята думают, а откуда у меня машина там туда-сюда? Да, блять, экономить надо, ребята. Бухать меньше надо для начала. Что-то чем-то заниматься, чем-то увлекаться, что-то делать и так далее. Делать правильные решения в своей жизни, блядь, а не растрачиваться на какую-нибудь херню, блядь. В кредиты не залазить, блядь. Считай, вы кредиты платите, нихера вы сколько в месяц, блядь, бабок отдаете просто так. Часть своей зарплаты отдаете, блядь.
Да и вообще как бы на одной зарплате тоже особо ты не прорвешься, как говорится. Надо где-то и подработку искать. Я всегда подрабатывал, вообще всегда. Я себя еще не помню, то, что я никогда когда-то что-то я не подрабатывал. День-два на диване полежал, все, хватит, работаем. Вот такие дела, так что есть всякие товарищи, которые недалекие, так скажем. Которые, блядь, сидят на жопе ровно, блин. Хера ни к чему не стремятся. И потом еще осуждает то, что ты там кому-то денег занял там и так далее, блядь. Хера себе. Зарабатывайте, ё-моё, не встревайте в долги. Машину на газ переведите хотя бы этот минимум сделайте. Есть же возможность. Че, 74 рубля отдаете, блядь. Уже сейчас 80 почти. 80 рублей за литр. Ну как можно ездить на таком топливе? Тут вот сейчас я заправился, сколько там? 1300. 42 литра. Ну и сколько там? 43 литра. 1380. Ладно. Как бы я парень такой отходчивый, но все равно я иногда поражаюсь просто некоторым личностям. Что-то непонятно, блин. Что хотят, блин. Вот. Что бы ты ни делал, все равно тебя рано или поздно начнут кто-нибудь осуждать. Не так стоишь, не так сидишь, не так лежишь, блядь, не так что-то делаешь, не так сказал, не так пукнул, блядь. Не так глазом моргнул, блин. Да мне вообще насрать, кто там что говорит, на самом деле. Вот. У меня нет такого, то, что я там буду язык в жопе держать и так далее. Будем биться за правду и так далее. Ладно. Ну вот сейчас вот перед этим товарища вот проблема у человека. Я знаю, я ему сказал, что делать, и все. Человек успокоился. Хули там. Херня случается, как говорится. Херня случается, что там подумаешь. У меня это было, я это решил вопрос. Подсказал ему, как ему решить этот вопрос. Все. Легко, легко, спокойно, непринужденно. Да, денег стоит, мой выезд денег стоит. Вообще, любое телодвижение стоит денег. Поэтому сейчас вот так вот. Если бы он моим карифаном был бы там, конкретным там, блядь, что я там каждый день позвонил ему, пацан, этот друг, карифан там, принеси то, принеси это, вообще без базара, на. Тогда да. А когда вот это вот раз в полгода, блядь, появляется, блядь, с какой-то просьбой, займи бабла, а я тебе потом, может быть, отдам, вот, тогда иди ты знаешь куда, блядь, такой друг мне не нужен, блядь. Вот. Ладно. Короче, работаем, парни. Кто работает, тот ест. Это не просто так же это сказал. Кто работает, тот ест. А кто сидит на жопе ровно, тот ждет пособий каких-то там или путинских денег, там, повышения пенсии там и так далее. Но это все по крополям, как говорится, дают. Вот. Так что поднимай свою сраку, блин, и иди работай. Доставщик приплыл, литий у него замерз, короче. Емкость потерял. Паренек. Дай-ка я его поснимаю. Вот тебе и доставка накрылась. Где ты? Где ты, парень? Пипец. Сегодня у нас вот такой вот бурлаки на Волге. Все, только так замораживается. Нет, конечно, она же потеряет емкость. Умрет. Женщина предусмотрительно схоронила. Тут нашла местечко хорошее. Машина будет стоять всю зиму. Вот тент 5 рублей стоит. На китайском рынке. Хорошая. Вещь хорошая. Вообще прям супер. Как бы ролик запишу, неизданное будет. Все, стоят все машины. Вот сейчас вот машина приехала, да? Вот у него сверху, видите, тентик. Сейчас возьмет, тупо накроет, короче, этой палаткой. И на автозапуск поставит. Вот видите сколько. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Там, короче, счету нету. Но это еще такой маленький дом. А если в Человейнике заходишь, там возле Человейников прям все стоянки, короче. Вот так вот машины стоят. Удобно. Дешевле, чем снимать гараж. Ну и сервисы, соответственно, живут. Сальники потом меняют. Ну не у всех, конечно. Вот это проблемная тачка. Саньонг. У нее может быть сальники.
На холодном запуске. Вот как-то так. Ну и моя тоже ласточка. Мой красавчик тоже стоит под тентом. Нормально, под палаточкой стоит на улице. Четко. Пойду отдыхать. Гибрид сила. Гибрид сила. Сегодня помощь на дороге. Еще. Взял батарейку. Если что, запасную. Поедем, посмотрим, что там. Короче, история такая. Подкинул подменку. Оказывается, просто бензин закончился. Одно деление было. И не давало, короче, прогреваться машина. Все, сейчас ничего не горит, все четко. Бензин, короче, бензин. Да, уже холодно на улице прям. Вообще уже. Жопа. Это еще минус 30 только. Да, скоро минус 40 будет. Ё-моё. Хорошо, что у меня тут подогрев, все дела. Подогрев руля, вон он горит. Подогрев попы. Так, на улице 26, это с утеплением. Морда закрыта где-то, блядь, наверное, градусов 30, наверное. Все, давайте, катайтесь, не ломайтесь. Все. Вот такой вот аппарат, блин. Следите за топливом, короче. Одно деление будет на приусе. Сразу заправляйтесь, не ждите. Не ждите там кого-то там и так далее. Сразу едьте, заправляйте. Сейчас тем более цены пиздят на топливо. И то ли не доливает, то ли что, короче. Минимум 3 деления должно быть у приуса. На пустом баке не катайтесь. Ладно, подзамерз, короче. Все, всем до новых встреч, до связи, Гибрид Сила. Сила представляет сегодня снег. Выпал снег, надо пойти все подмести. А то уже вон утрамбовали, короче, люди ходят. Уже утрамбовали. Надо это все дело прибрать здесь. Тент. Тент тоже стряхнуть. Лучшие подружки: лопатка, лопатка и метелка. Все грубое. Метелка грубая. О, чистенько. Все, ждем клиента. Вот такая вот история интересная. Проверяем парню автомобиль. Серединка вся просевшая. Вот уже даже если посмотреть 14.21 и 14.80, уже 60. 14.16, видишь, 14.11 пошло. Вот здесь в середине ошибка, скорее всего. Пробег 140. Машине 10-11 лет уже почти. Скоро 11. Такая вот история. Машинка ничего не делалось. Вот поэтому я всегда рассказываю, чтобы надо делать обслуживание хотя бы раз за всю историю. Вот сюда вот заехать в эту контору, обслужиться, сделать перетусовочку туда-сюда, пока не поздно. Но пока ошибка не горит, ну, по крайней мере, на табло не вылезла на данный момент. Но при таких значениях 14, ну вот 1465 минус 1403. 1465 минус 14 1403. Сколько будет? Покажи, пожалуйста, значение. Ага, оп. Вот видите. Все простая логика. 0,62. Вот. Это вольт, короче, почти полвольта. Ну, 0,50 это полвольта. Она, по идее, ошибку начинает показывать при 0,70. Он увидит 0,70 электроника и сразу же вылезет эта штука. Скажет, что-то неладное, у нас что-то разница большая между самым сильным и самым слабым. То бишь, ну как у нас сейчас в стране есть олигархи, блядь, а есть вот низший слой, короче, который еле-еле выживает. Ну тут практически то же самое. Короче, тут уже революция должна быть. Ну, либо просто обслуживание, выкидывание, грубо говоря, раз-два. Все, что 2, вот даже 11 есть, вот 14-11 есть посередине. Ну, грубо говоря, сейчас, если посчитать, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
18, ну 17 батарей, короче, грубо говоря. Ровно половину тут надо будет менять, если человек хочет прям ездить беззаботно. Как-то так. Сегодня выездная диагностика. Не заводится Lexus. Аккумулятор сел, все село. Ничего не помогает. Короче, замерзло там. Ну, выхлопнуха, как правило, не замерзает у таких. Сейчас зайдем, посмотрим. Посмотрим сперва гибрид контроль. Может, что-то висит. Может, что-то висит. Angel Fail Start P07F. Но батарейки пиздец. Ай-яй-яй, подожди. Не надо, не надо. Не надо. Зайдем вовнутрь. Скорее всего, но батарейка кончилась. Сейчас посмотрим. А кто хозяин? Смотри, внутри ошибки. Мы внутрь ошибки заходим. Всего 28 элементов, да? Смотри. 12. Раз. О, блядь, зависло. Раз, два. Короче, батарейка мертвая. По идее, если я ее сейчас буду снимать, ее надо будет это ремонтировать, короче, убирать элементы плохие. Но, в общем, как-то так. Смысла, наверное, не будет ее просто заряжать. Видишь, все, что 12. Раз, два. Видишь, все остальные 13. Вот тут вот, короче, две плохих батарейки, которые не дают завестись. Ну, в принципе, я сейчас попробую скинуть и попробую завестись. Не знаю, получится, нет. Вообще, потому что он... Это вообще самая серьезная ошибка. P0A7F, это, короче, труп. Батарея труп показывает. Попробуем завестись. Понял? Но это чисто батарейская, короче, система. Она тебя в любой момент может, ты вот так вот можешь встать где-нибудь. Да. Да. Ну, парню все объяснил. Пробег у машины. Пробег у машины 168. Насколько достоверно этот пробег, неизвестно. В общем, что-то схватил заморозку глушителя, как хозяин сказал. Ну, не знаю. Ну, батарейка показала то, что она дохнет, короче. И все. Сейчас отогрелась. Видимо, когда она сдохла за мороза, емкость упала, соответственно, вольтаж чуть-чуть просел, и он не смог ее прокрутить. Либо он несколько раз ее прокрутил, но не смог выплюнуть. Ну, пук-пук не мог сделать. И на запуск запрет поставил. И пока я не скинул ошибки через комп, ты бы не завелся. Как-то так. В общем, вот такая история, ребят. Бывает всякое. У нас морозы суровые, Якутия. Поэтому, если что, обращайтесь. Всем пока. В общем, вот такая вот история. Недавно людям ставил батареечку, но что-то быстро они ко мне приехали. И говорят, якобы это батарея. Но это не батарея. Потому что, видите, на батарейку переходит. И вот такая вот история. Loss Communication Brake System. Короче, с тормозами какие-то проблемы. Ну, машина 200 тысяч пробег. Поэтому потихонечку начинает отваливаться система. Ну, попробуем вовнутрь зайти, посмотреть. Вовнутрь. Да, понятно, Lost. По-английски же не знаю. А? Ну, да. Lost Connect. Сила, представляю, сегодня у нас интересно. Пришлось с хозяином проехаться. Посмотреть, что это такое, короче, съездить там на диагностику, все дела. Заехали, короче, к ребятам, они сказали то, что там снег, короче, лед образовался. И какое-то одно колесо, короче, подкусывает. Из-за этого Brake System, ну, как бы, в теории, это так. Он пишет Brake System. Но оно может свойство, если все в порядке, она как бы сама себя, ну, сама диагностирует, потом говорит, ну, сейчас уже все нормально. И она может то пропасть, то появиться. Особенно, когда АБС-ки крутятся, короче, колесо. Одно колесо так крутится, другое может подкусывать из-за льда, за грязи, за водорана и так далее. Может подкусывать, и из-за этого компьютер считает, что все должны колеса одинаково крутиться, а какое-то колесо плохо крутится. Из-за этого может вот это загораться. Но сейчас мы зайдем и посмотрим. Вот АБС. АБС-очку, что он именно даст, какую именно ошибку. Вот это самое интересное. Да, пожалуйста.
Вот и все понятно же теперь. Передний правый. Передний правый подкусывает. Вот как раз где этот товарищ стучал. Написано forget. Вот мы сейчас это переведем просто-напросто. Только к переднему правому у него претензии. То, что он не может крутиться нормально. Понимаете? Просто не может. Ну, все колеса хорошо крутятся, а это чем-то закусывает. За льда там. Ну, человек в холодном гараже, короче, держит. Сейчас посмотрим внутри ошибки, что будет. Пускай привыкает к якутским морозам. Не, надо просто отморозиться. Отмороженный выйдет, да? Да. Короче, тут много всяких параметров. Вот ТРК, моды туда-сюда. И вот в этом параметре он заметил 28, 28, 0,49. Вот на желтый, короче, внимание обращаешь. Здесь минус какой-то 39, 11, 11, 12. Я как бы в этих параметрах не секу, потому что что это такое? Вот сенсор, видите, строк сенсор показал что-то. 228. Ой. Что это такое? Freeze. Да, замирание. Замирание одного. Замерзание одного колеса, видите, что показывает. Было по нулям, потом 228. Чего-то 228 оборотов он сделал, что потом решил ошибку дать. Все колеса крутились нормально, а один вот этот пока 228 раз вот так не отсчитал, все не подсчитал, не сказал, ладно, все, хорош кататься так, потому что одно как-то колесо плохо крутится. В общем, тебе с правой стороны надо поработать, снять, посмотреть, что у тебя там налипла, грязь и так далее и тому подобное. Объяснил, посторонний предмет видели, да, либо еще что-нибудь. Боевая машина, один в деревне, говорит. Один в деревне, всем расскажет. Ну, боевая тачка. Ничего не поделать. Вещь. Маленечко прокатился. Объяснил, что к чему, почему. До новых встреч. Еще могу собрать вот из этих батарей. Выберу, что попорядочней. Какие-то проценты. 80. 90. Ну, соберем, что, если надо. Батарей хватает. Ну что, глянем. Сегодня приехал товарищ. Ошибка P0, P0107. MAF сенсор. Был у меня товарищ уже на перетусовке. Так, ну что, глянем у нас. Ну, скорее всего, подвижки, потому что по коробке, по батарейке тут проблем нет. В двигателе сидит ошибочка. Вот так вот называется ошибка. Так. Хава. Переведем. Вовнутрь, если зайдет, то зайдем. На улице, видите, как все похолодало, помутнело, ну, короче, жопа. Наступает декабрь, морозы. Дедушка Мороз скоро будет. День чего? Дедушка Мороз. Дедушка Мороз, скоро будет Дедушка Мороз. Ну, посмотрим, что это такое. Все, короче, заглючил в таблице. Видите, не реагирует. На таблицу не реагирует. Все. Видите, сколько всяких данных. Но смотрим чисто на желтое. Вот желтое что-то ушел. Что это такое? Катализатор. Катализатор, короче, ругается. 400 градусов. 300. 400. На каталик. Каталик что-то увидел. По 400 градусов там. Раскаленная температура. Это что такое? Лямбда. Лямбда что-то увидела, короче, тоже. Какое-то расхождение данных. Что еще? Тут, ну, это тоже лямбда. Нет.
Вот еще какие-то данные. Стоп. Где он? Где он? Вот, сереньким. Инжектор. Инжектор. Что-то тут увидел тоже. Газ, позиция газа. И engine run time. Вот такие вот, короче, показатели, дорогие друзья. Ну, будем чистить, будем смотреть. В общем, сейчас это дело удаляем. Потом сейчас человечек пойдет, посмотрит, вообще у него есть ЕГР, нету, потому что ставят кривые прошивки. Ну, как правило, глюков таких я не видел, что именно кривые прошивки глючили. Но отрезает там эти нижний каталик, отрезает, чтобы он его не видел. Просто маску одевает на лицо. Бесполезно. Не убирает ее. Он ее не скидывает. Ладно, это мы сделали. Сейчас человек пойдет, фишку ЕГР отцепит. Короче, ребятки, не все так просто. Видите, как тут все сделано? Эх, макарек, блядь. А? Он заглушенный, блядь, он просто вот здесь как этот лежал. Чтобы типа вода не попадала. Так что я тут, короче, бессилен, дорогие друзья. Ну еще вот такой вот загорается у человека чек. Недавно был у меня. Но, как правило, когда у меня бывает, люди, с батарейкой проблем нету. Поэтому, видите, я как бы отключил. И сразу же на EV он стоит. Понимаете? Короче, на батарейке он стоит. Оба. Батарейка полная. Все четко. Так, но АБС-ка загорелась или что-то в этом духе. Сейчас мы быстренько глянем. Так, а с этим товарищем у нас... Ну, чуб-тюнинг у него, короче, фишка забитая, не знаю, что это такое. Куда смотреть, зачем, чего, на что ругается, на какой датчик. В общем, это мы отдельно будем смотреть. Программа прогрузилась. Engine, сперва в движку заходим. Двигатель заходим. Но это не двигатель, это АБС, скорее всего. Если АБС, то... А может и не АБС. Нет, не АБС. Че ругаешься? На батарейку ругаешься? Ну-ка. Помпа, блин, наверное. Ну-ка. Инвертор. Инвертор Cooling System Performance. В инверторе менял антифриз? Нет. Ну, вот он замерз. Сейчас прихватило. Скорее всего, первое смотреть, короче, в инверторе поменять этот антифриз на минус 50. А второе это, ну, помпа. Ну, вряд ли она. Скорее всего, мороз ударил. Инвертор. Это вообще общая система, что ли, которая? Отдельная. Нет. У него своя система же звука. Где поменять? Не знаю, в любой заедете автосервис. Сейчас я не знаю, блядь, как... Ты вообще как катаешься? Проверим аквачку перед покупкой. Хозяин хочет проверить. Так, где у нас этот был? Посмотреть. А, вот одометр посмотреть. Пробег 169 тысяч. На эко-режиме катается. 169 тысяч километров. Сейчас будем проверять. Так, комплектация дешевая. Наблюдаем вот такую вот картину. Видите? А-ля Жигули, которые можно. А зачем? А можно сюда стеклоподъемник поставить? Можно. А зачем? Ладно, подключаемся, короче. И смотрим, что там. Все, подключились. Моя задача проверить гибридку. Но это наклейка. Короче, на заднем стекле наклейка моя вон там вот приклеена. Поэтому как-то так. Проверяем, короче. Она у меня была. Давно уже
Я такие наклейки не клею. 1 или 2 раза всего я клею. В общем, смотрите. Батарейка требует внимания, надо уже обслужиться. 2 года, наверное, где-то прошло, если не больше. Здесь на заряженном состоянии серединка уже начала просаживаться. Начинаю сажать. Посмотрим, что кого. 2 ампера сила тока. Просадим. Просадим 2 ампера, 3 ампера уже. Смотрим, что будет. Короче, включусь потом в конце. Долго сидеть. Теперь нужен кондиционер. О, нифига себе. Вылез, блядь, Excel мне вылез тут. Вы чё, ребятки? Давайте-ка не будем. Так. Кондиционер. Угу. Кондиционер сейчас не включается зимой. Так, включим какие-то лампочки еще. Так, что еще включить? Дальний горит, все горит. Так, запись. Вердикт, короче. Требует внимания. Но и продержалась, как говорится, 8 минут, 9 минут продержалась. Еще я тут и скорость включал, чтобы быстрее это все произошло. В общем, нормально. На 4, но требует внимания, короче. Не ушатанная батарея. Как-то так. Рекомендую, с какой стороны за покупки, но если будет еще скидка на обслуживание, то тогда, наверное, нормально. Рынок я пока не знаю. Перекупским движем я сейчас думаю тоже можно заняться, но это уже совсем другая история. В общем, как-то так. Еще сегодня Аква приехала, вот такие вот штучки загорелись. Девушка, говорит, уже была у меня когда-то, что-то я не помню. Ну да ладно. Но это поинтереснее комплектация. Видите, есть ключ на старт. Нормально там. Ну-ка. Да. Тут сделали стеклоподъемник, а там у него весла. Сейчас проверим быстренько. Вот циклки, видите, какая-то хорошая комплектация. И вот тут тоже уже рестайл. 25 надо ставить, чтобы экономично было. Так, второе лобовое стоит. Еще нет. Надо вот без второго лобового вообще делать в Якутии нечего. Ну да. Это Якутия тут сурово кратит. Если по месту катаешься, тогда еще можно. А если куда-то в район, то так, мультируль есть, смотрите, кнопочки. Там я вот здесь этот диск нажимал. Вот эта кнопка диск вот здесь вот. Вот здесь. А тут вот на руле. Ладно, сейчас глянем, что за ошибка. Ну, скорее всего, батарейка. Пора. Сейчас посмотрим, сколько, чего, кого. Вот, гибрид контроль. P080, значит, ко мне на запись. Да, P080. Она уже снежинки, видите, заморозилась. Снежиночка уже. Внутрь посмотрим, быстренько на что жалуется. Сколько зубиков посмотрим из 20. Аквачка маленькая, у нее 20 батареечек. Ну, Приуса 28. Сейчас посмотрим. Таблица вот такая вылазит. И надо смотреть, короче. Это хорошо, когда человек с ошибкой приезжает. Примерно уже сумму ремонта можно, ну, предварительно накидать. Так, все, вот она вся моя таблица, которая мне интересна. Но батарейку уже делали, скорее всего. Да, перекидка была по краям, видите, вот 10-я пара. В края поставили слабые. Короче, горочку сделали. Грубо говоря, на что он ругался? А, да, вот все, что желтое. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Короче, 10 батарей, грубо говоря, под замену. Ну, я бы так сделал. Но можно и, вот, допустим, 11 и 12 есть. Раз, два, три, 4. Грубо говоря, 4 батарейки. Но тут напрашивается 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 батарей напрашивается на замену.
Ну, это более-менее ремонт. В общем, сейчас девушке расскажу за кадром, потому что ценовая политика рассказывается только с клиентом. Как-то так. Интересный день. Сегодня интересный день, короче. Airbag что-то заглючил, говорит, тут что-то запиликало, сама засигналила. В общем, бывают такие истории, но я не думал, что прям она не будет заводиться и не будет ехать из-за этой шляпы. Потому что внутри здесь, вот, сейчас я включу, внутри здесь вот этот шлейф Airbag. Все, надо как-то пометить, наверное, чем-нибудь, чтобы мы не сбили этот. Чем? Прямо. Подожди, нет, давай что-нибудь как-нибудь, фломастер там, я не знаю, что-нибудь есть. Давай подумаем. Короче, сейчас мы должны сделать. Ну да, пусть вот так руль прямо будет. Но походу его уже снимали. Видно, что он, видишь, болтается. Сейчас мы тут бенточку поставим. В общем, ругается вот на вот эту, это так называемая улитка называется. Шлейф Airbag он называется. Его, короче, когда крутишь, у него внутри вот эта вот лента. Ну, Да, и она может прям мозги жестко ну колупать. так песок вся херня там залезает. Ну, не знаю, там, в принципе, Потеряется, походу. сколько лет, сколько зим, как говорится. О, смотрите, снят с конструктора, видите, уже. Ну, Оценивайте по фото, оплата в офисе только налом. О, нифига себе, прикиньте, ребята. Вот их номер. Автовираждор 1. О, им можно позвонить. Что, давай, пометим. Видишь? Давай, твоей рукой. Опа. Что получилось? Видишь? Ничего не видно. ну вот так. Oh, das. Есть? Даже Поймешь? Давай еще вот так вот проведи, вот так, чтобы прямо было. Вот так, да? Да. Ага, так. Все, теперь сдергиваем. Подожди, все, стоп. Ага, все. Вот смотрите, короче, вот это вот беда, да? Ну ее, короче, уже где-то меняли, потому что надо, короче, вот эту улитку. Так, все. Его скинуть, да, вот этот. Я не помню, как она. По-моему, просто вот сюда нажимаешь. Так, ага. Все. Шлейф Airbag, короче. Раз. Что еще у нас? Угу. Башня. Подожди-ка, что-то там. Все вот так в колхозных условиях, короче, все делается. Ну ничего, как по-другому? Машина стоит. Долго не будет. Подожди-ка, я так, по-моему, там хитрая система. Смотри. Снизу смотри внимательно, потому что там бывает два зажима. Один и второй. Один вот этот приподнимаешь какой-то, а вторым язычком. А, вот он, да. Понял? Что-то тут. Два, короче, должно быть каких-то. Опа. Опа, на, все сломал, да? Или нет? Не. Нет? Нет, не сломал? Нет. Все четко, да? Так, вот еще. Вот еще один. Так. Все четко, не сломали. Так, что, это у нас гитара. Это гитара. Так, гитара. Все, теперь у нас два зажима. По-моему, подожди-ка. Так. Да, по-моему, вот как-то вот. И вот, по-моему, вот сюда надо отогнуть. Ну-ка. Ага, попробуй. Пробуй-ка. Вон туда давануть. Или туда, либо туда. Вот эту попробуй, вот эту туда. Вот эту? Да, не, вот это, вот это. Или что-то как-то. А не, Подожди. с той стороны держит. Подожди, еще раз смотрим Не, внимательно. смотрите. Опа, ничего не ломайте, ребят. Все, я увидел где. Вот. Вот они. Все, вот эту байду, короче, берешь и меняешь. У ней, видишь, вот этот блок. И он, по-моему, там что-то в нем, блядь. А что, мы так без этого не запустим, не проверим? Я думаю, нет, все. Не запустится, да? Ну, попробуем, но сейчас еще больше ошибок загоняем. А давай попробуем. А может, сказать, не увидит, и вдруг заведется. Давай попробуем. Че, пробуем? Так, аккум. Аккум. Сейчас аккум поставим, посмотрим. Видите, сейчас уже она пытается завестись, по крайней мере. Вот, тык-тык. Все. Но не дает.
Check Hybrid System показывает. Все, check Hybrid System. Бам. По крайней мере, вот сейчас... Дай эту штучку. Штучку эту дай. Дай эту штуку. Да, покрути, покажи то, что она порвана. Все. Звук даже вот Да, механически. всё. Она машина сама сигналила, как бы, когда руль крутил чуть-чуть. Вот так, Да. он так. Теперь, короче, человеку надо вот эту штуку купить, либо есть, продаются контрактные, именно вот по вот этому номеру, потому что у меня такое было, я покупал именно по номеру, короче, ездил по разборкам Владивостока и именно вот эту смотрел. Вот такой именно номер. Может, они неправильный номер. Ну как, ты же приехал ты? Приехал. Видите, сколько всяких пинов. Конечно, он будет ругаться, то, что эти пины не подсоединены. И поэтому ты как поедешь? Как ты без подушки? Это же не Лада. Это не Лада Веста, не Лада Гранта, которая без аэрбэга поедет. В общем, сперва хозяин вот эту штуку купит. Где-то найдет, поставит. Ну и в теории должно все завестись. Пацанам объяснил, рассказал, показал. Все как работает. Потому что без шлейфа аэрбэга он не видит положение руля. То бишь он не видит то, что вообще руль у тебя есть, нету. Может, у тебя руль оторвало при каких-то обстоятельствах. Поэтому ты должен не просто остановиться, а просто остановиться по полной программе. А у них там вот в этом гараже, короче, как я такой смотрю, что-то обгоревшее. А у них, короче, вот этот фав загорелся. Коротнуло что-то там. Ё-моё, не дай бог, короче, вот так вот. Тоже ребята суровая такая работа у них. Блин, молодцы, конечно. Суровая работа. Дай бог вам, пацаны. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла, ни всяких вот этих вот, блядь, вещей, которых вот вообще, ну это просто дохера денег, короче. Ну, тяжелая работа, лазить там под этими грузовиками. Давайте, короче. Дай бог вам всем, чтобы все нормально было. Зарабатывайте бабки. Работа тяжелая, пиздец. Машины эти, блядь, очень тяжелые. Лазить там под ними. Одно колесо, если, блядь, бортировать сейчас такой мороз, ты просто там офигеешь. Кайф такой поймаешь, мало не покажется. Сегодня вот такой вот подарочек новогодний пришел. Что в этом подарочке? Откупорим кубышечку. Вот такой вот демпферный диск. Помпа инвертора демпферный хороший. И батареечки мои. Ну нормальная тут котлета денег. Что я могу сказать? Все, еду дальше. Улицы прям Омода. Омода, Джерико. Лада. Кто покупает эту Ладу, я вообще не знаю. Вообще просто нахер они тут вообще, блядь, тусуются. Обосрались жидко. Ладно. Еду. Везель, проверим везель. Что за ошибки туда-сюда. Ну сам человек настаивает, чтобы приехал. И так понятно, что что пипец этому сцеплению, блин, везелю. Морозы, холода. В общем, история у того, кому еду, такая. Забыл сигнализацию поставить. Просто Наташкой, видимо, натянул и забыл сигнализацию поставить. И что произошло? Машина стояла открытая, замерзла, короче. Ну и все. На разморозку приехал товарищ, разморозил. И нифига, короче, машина не завелась. В общем, в тепло утараканили. В тепле она заводится и глохнет. Будем посмотреть, какие-то ошибки вылезли. Сейчас залезу, посмотрим. Ноутбук взял. Все взял, сейчас проверю. Ну, посмотрим, что будет. Как-то так. На улице больше 40. 40 с копейками. Но все равно мороз, как говорится, конкретно. Ну, хозяин этого везеля вот на грузовичке катается. Говорит, работает еще до кучи. Ну, посмотрим, что там, что случилось, блядь. Как бы прицепчик стоит прикольненько тут. Старенький грузовичок, базар везет.
Крепкая, надежная вещь. Японский старенький. Запашок благородный. Сейчас соляра-то 90 с копейками уже, по-моему. Поэтому как-то так. Благородный запах соляры. Не, ну то, что он стал дорого так стоить, это, конечно, плохо. Но запах говняцкий этот не изменился. Мне соляры запах не нравится. Может, кому-то нравится, мне не нравится. Оба-на. Вот тут такая организация интересная. Ну, пойдем посмотрим, что там, где там. В общем, вот такой вот, это не везель, оказывается, шаттл. Honda Fit Shuttle. Загораются вот такие ошибки. Сейчас я быстренько их переведу. Оп, и еще последняя была. Еще какая-то была. Вот она, ABS. И еще какая-то беда. ВСА. Но это полбеды, ребята. Самое главное, смотрите, главное, слушайте внимательно. Смотрите и слушайте. Смотрите и слушайте. Все. Сцепуха. Тут даже проверять ничего не надо. Просто сцепление. Все. Человек попал на сцепу. Снимать. Смотреть, что осталось живого. Если что-то живое осталось, то менять подшипники. Если ничего не осталось, то покупать целиком. Стоит приличных денег. Ну, смысла нету, короче. Вот сейчас он тупо заглох из-за двигателя. Точнее, двигатель заглох из-за сцепления. Вот такая вот история интересная. Всего лишь навсего заморозили. И все. Не забывайте на сигналку ставить. Геморройная тачка. Ну еще раз, давайте, третий раз. Все. Аккумулятор сел. Все. Че я своего подкурыша подкинул? Такая же история. Чуть-чуть заводится, потом там в коробке, короче, что-то происходит. В коробочке что-то происходит. Сейчас я зацеплюсь, посмотрим ошибочки. Ну что, зашел в программу HDS. Honda Diagnostic System. Так. Honda System. Посмотрим. По всем системам. Ну это Карабас, короче. По коробке АКПП. Смотрим. Коды неисправности заморозок. Не обнаружено нифига. Как так-то, блядь? Ничего не обнаружено. Ну вот это Honda, мне этим не нравится, то что она ничего не обнаружает. Как ты ничего не обнаружаешь, если у тебя все горит? Пец, блядь. Ничего не обнаружает. Ну как вот ты не обнаружаешь? Коды замороженные. Еще раз. Не видит. Не видит, короче. Пиздец. Как так-то, блин? Ну-ка. ДВС посмотрим. АБС, ESP, туда-сюда. Ну там явно что-то с сцеплением, короче, произошло. Инициализация, все дела. Ну вот такая вот ошибка есть. Это не она, короче. Датчик массового расхода воздуха. Обрыв линии соединения передач, отказ датчика. Фигня это все. Следующий код отказа. Это ерунда. Это не то, короче, нас это не волнует. Нажмите ввод. Нажмите ввод для стирания отказа данных. Да. Подождите. Это не в этом дело, короче. Коды отказа заморожены, удалены. В общем, это, короче, этот аккумулятор. А, блядь, какой аккумулятор? Коробка передач. Снимаем, разбираем, смотрим. Все, вот это моя система уже все, высадился. Все, вот они мои орлы стоят. Батареечки. Все 3000-е.
Ё-моё. Перепроверю, на перепроверочку поставлю. Длинные 32, 32, 60, 64 плюс 28. Демпферный диск, болгарка. Буду, короче, здесь кое-что делать. В общем, как-то так. Вот такие дела. Гибрид сила. Гибрид сила. Дюбей Кибагами. Дюбей. Прорвемся, прорвемся. По-любому. Как-то так. Кому вот эту штуку тоже надо. Тут перфоратор. Надо кое-что отдолбить. Сила представляет. Сегодня у нас вот такая вот батареечка. Вот такая вот батареечка у нас от Noh Voxy Esquire. Будем проверить, посмотрим, есть в ней ошибка либо нет, потому что у хозяина какая-то ошибка загорелась, и он подумал, что это батарея. Но, возможно, не она, как бы. Сейчас я ее просто вскрою, ну и стандартный осмотр, контакты, не контакты, стандартная проверка, запишу и так далее. Все, сейчас включусь, когда это все дело разберу. Ну что, подключил. Разбег большой, 0.25. Вот, записал сегодняшнее число. Сами привезли, сами Noh 1591 023. Разбег большой. Начинаю сажать. Так, все, первый этап пошел. Смотрим. Контакты. Уже кто-то лазил тут. Такие контакты не принимаются, короче. Захерачили контакты. Наждачкой кто-то похабно так чистил. Видно, да? Вот. Я их не буду принимать, короче, эти контакты. Что такое? Что за глюки какие-то пошли? Так, какой-то волос тут я обнаружил. Волос седой. Сидора Дункан. Любимая рубрика номера. Поедем в номера. Смотрим. Ага. Так. Так, куда-то я не туда ушел. Хаба. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 60, 61, 62, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Короче, батарея родная. Так, батарея родная. Здесь у нас такая же история с контактами. Контакты просто похабно подчистил кто-то. Ужасному. Короче, я их принимать не буду. Придется человеку новые контакты у меня выкупить. Как-то так. Все, приступая к разрядке. Первый этап пошел. Посмотрим, сколько этапов, где, чего, кого. Но прогнозирую то, что серединка вся выпала. Посмотрим, сколько поменяем. Как-то так. Ну, а сейчас попутно вот у меня еще одну такую стяжку надо поднять. Такую одну стяжечку надо поднять. Поэтому завожу приборы. Приборчики запускаю. Все завелось, все четко. Чуть-чуть похолодало, блин, на улице. А, сейчас вот тут от обогревателя пошло тепло. Я пришел, было 18, короче. Пипец, блин. Похолодало. Смотрите. Вся, короче. Ну тут раз, два, три, четыре креста. Остальные слабые. Сейчас всех слабых выкину. Вычислю. Ну вот кресты, короче. Раз, два, три креста. Тут еще где-то четвертый. Вот четвертый крест. Все, сейчас разбираю. И посмотрим, сколько плохих. Потом хозяину отпишусь. Ну что мы тут видим? Короче, хозяин постарался. Прям риску набил, прям капитально. Короче, это негодные контакты. Затянуто было тоже очень сильно. Не знаю, выдержат, не выдержат вот эти вот. Под низом тут есть резиночки вот здесь. Сейчас попробуем. Да ё-моё, короче, что-то перестал у меня этот режим показывать, короче. Вот тут вот выдержит, не выдержит. Тут такая резиночка от перетяжки, она, короче, лопается. Ладно,
Смотрите, сколько крестов. Раз, два, три, 4. Короче, сейчас разложу. Вся серединка мертвая. Сейчас разложу от большего к меньшему. Покажу, сколько я выкидываю. И все. О, ну нифига тут у меня, прям игрушки, короче, современные. Ладно. Современные игрушки только на стримах мы смотрим. В общем, смотрите. Кресты. Раз, два, три, 4 креста 6-вольтовых. Раз, два, три, 4, 5, 6 6-вольтовых. И однерка, двойка, четверка и пятерка. Все. Дальше уже, видите, проходной балл пошел. 17. 17, 19. И пошло по... Ох ты, нифига себе, девяточка еще есть. Да, маленечко поторопился. 5, потом 7, 9, 12, 15, 11. Ну вот 11 вот сюда я поставлю, блин. Короче, так-то батарея кончена. Батарея кончена. Еще раз раскладываю, смотрите, 14 батарей считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Самый минимальный семерочка. Но это тоже слабая батарея. 7, 9, 11, 12, 13, 15, 13, 13, 14, 16. Короче, это еще можно оставить. Вот это все на выброс. Пятерка, четверка, двойка, короче. Если человек хочет, я сделаю более-менее что-то. И на следующий ремонт ему еще останется тоже 14 поменять. Как вариант. Чтобы потом второй ремонт уже сделать полностью. Контракт, грубо говоря, 90% батареи и все. Ну а сейчас подкинуть 14. И вот, короче, допинать. Получается, добить вот этих. Это добить. Это все равно умрет. Мои 14 сюда ставлю. И поездит, короче. Впервые вижу такое, когда человек... Пусть сами тут думают, где какие. Короче, конченая батарея. Это делаем, замываю. И все, собираю. Короче, хозяин решил отказаться от ремонта этих всех супер прошаренных товарищей. Как-то надо сразу их вычислять, наверное. Когда люди привозят вот так вот батарейку, надо сразу, наверное, с ними на берегу определяться. Все. Все данные стираю. Помыл ему батарею бесплатно. Виктор, привет! Виктор, привет! Смотрим. Пам-пам-парам-пам-пам. Ладно, эти нормальные. Вот. График. Татань. Кто проверяет их? Конченый. Раз. Конченый. 2, 3, 4, 5, 6. 6 кончитосов. Первый заход. Такие дела. Посмотрим, что будет дальше. Ну что у нас тут интересного? Закончилась проверочка батарей. Батареи проверил. Сейчас расписываю проценты. Но на это все сложнее и сложнее. Короче, сейчас хорошие батареи найти. Поэтому вот такие вот проценты. Короче, все выкупаю, все, что можно. В общем, сейчас вот эти еще остальные распишу и на полку. Как-то так. Сегодня у нас интересно, опять приехал ко мне этот Тесла. Но, короче, изначально там что-то глюки какие-то были. Хозяин рассказывает, что это за потехи, за вот это. Потому что, видите, она лезет в управление климатом. Лезет в кондиционер и так далее. Может, тут еще даже кнопка эко есть какая-нибудь, да? Есть. Есть. Все есть. Все есть, и эко есть. А вот смотрите, что она. Короче, это кривое вот это вот дело китайское. И она, короче, в ЕЛМ-ку лезет в мозги. Потому что она с мозгами же должна дружить. А она нифига мозги не хотят дружить. И поэтому иногда вот такие глюки вылазят. Но сейчас дело не в этом. Сейчас у нас дело вот в таких вот интересных
интересных вот это все загорелось. Так называемая гирлянда. Новый год же все-таки на носу. Ладно, посмотрим, сейчас быстренько глянем. Человек рассказывает то, что сейчас с гаража теплого все четко, все, ничего не горит. Только выезжать, чуть-чуть поездит и загорается. Ну, будем смотреть, что загорается. Что гадать. Для этого и нужна эта диагностика. Первая ошибка, первый цилиндр пропуски. Может свечка, может катушка, может... Сейчас посмотрим. Внутрь, если зайдет, то зайдет. Не заходит. Внутрь не заходит, просто может какой-то глюк. Вот. Первый цилиндр, пропуск зажигания. Либо свечка, либо катушка. Так, это первое, да? Внутри ошибку не заходит. Все, удаляем. Если удалиться, конечно. Да, удалиться. Пропуски зажигания всегда удаляются. Так, дальше идем. По всем системам штудируем. Гибрид контроль смотрим. Сразу. Но так как она сейчас на гибридку переходила, то у нее не будет никаких ошибок. Потому что я недавно перебирал батарею. В принципе, делал качественно, со всей проверкой, со всеми делами. Не краили мы, короче, тогда, я так помню. Нормально, короче, все. Базара нет, короче, перебрали нормально. С батарейкой проблем нет. Смысла нету сюда залазить. Дальше идем. Вот это вот все АБС туда-сюда. Смотрим. Вся гирлянда из-за него, за АБС. Сейчас будем смотреть, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. А, все просто. Передний левый и задний левый оборваны. Все. Передний левый и задний левый. Передний левый, задний левый. Контроль еще модуль, тут сюда-сюда. Ну это, короче, это оборвыши. Оборвыши. Сейчас я его просто возьму, удалю. Это просто оборванные. Если я сейчас его беру, удаляю, она сразу вылазит, значит это обрыв. Если она не вылазит, значит это не обрыв. Вот смотрите. Сейчас она должна сразу вылезти. Да, она не скинулась. Задний левый, передний левый. Еще раз. Передний левый. Вот фронт это перед, реер это зад. Удаляем. Она сейчас сразу вылезет. Да, она не удаляется. Потому что это просто опорвано. Да, это как вчера Honda была у нас. Тоже так же была у него один, если когда провод порванный, все вот это будет загораться. Так, передний и задний. Так, дальше идем. Дальше идем. Руль, короче, еще у нас тут что-то мозги колупает. Но я не знаю, где именно руль, в каком она месте отображается. Ну, пойдем по всем, короче. Потом включусь. Еще одна ошибочка интересная. Первый раз такую вижу. Ну, короче, это скорость он не может посчитать, потому что передняя АБС-ка порвана. Он не может скорость посчитать, сколько скорости. Она же по АБС-кам скорость считает. Вот. Ну, в принципе, это вытекающая из оборванного провода, короче. Оборванный провод будет, вся гирлянда загорится. Внутрь ошибки не заходит. Ну, потому что это вытекающая из оборванного провода. Так где у нас была? Там. ЕПМС? Вот здесь? АБС-ки была? Нет, вот фронт. Да. Это вот вытекающий из-за того, что на одном вот этом сенсоре запитана скорость и запитано количество оборотов, чтобы ВСК вот это все работало. Она не может без подсчета скорости и колес не может подсчитать. Поэтому ВСК ничего не будет работать. И вот это все вытекающее с нее. То бишь этот провод АБС, он еще и считает, помимо скорости, еще считает разность между колесами. Где какое колесо, что вот это, у тебя же было же выравнивание. Блин, что оно вылазит туда. Так, круиз-контроль. Во что мы заходили? Вот сюда, в ЕПМС-ку зашли. То, что он тоже, видите, этот ЕПМС, он в этом. Это датчик шин же стоит у тебя. Вот это он. Датчик шин. Либо замерз, либо что. Ну, скорее всего, он тоже синхронизируется с этим, со скоростью. Вообще не работает? Да. Датчик скорости не работает? Датчик шин. Датчик шин не работает, но это сигнал, он, короче, тоже считает. Каким-то образом, не знаю. Ладно. Искать. Да, он пытается ее искать, но с АБС-кой тоже там, по-моему, через курит, короче. Ну, что дальше? Кондиционер мы не будем смотреть. Короче, как-то так. Победили Honda Везель с ее ошибками положения руля. Предполагая так, что
Короче, когда машина сцеплением с этим прилипла, ее завести невозможно, потому что все же там дребезжит это сцепление и так далее. Поэтому машина приезжала, короче, к нам на эвакуаторе. И приходилось на холодную руль крутить без гидроусилителя руля. Приходилось крутить. И поэтому порвали внутри, вон там есть АБС, короче, датчик положения руля, так скажем. Он у них почему-то вот здесь так называется. Вот этот внутри шлейф порвали. Хозяин заказал, пришел, сам поставил. Ну и мы тут маленечко его калибранули, и все. И все пропало, короче. И 4 ВД загорелось, ни одной левой лампочки нету. Все четенько. EV работает. EV ready. Honda Везель, 4 ВД. Как-то так. Кто уже думал, блин, что может быть? Оказывается, все четко. Все, калибровочку сделали этого датчика положения, и нормально. А как на английском будет время? Время? Время. Какое время мне понадобится, чтобы изучить английский? Где-то около 4 часов. 4 часа я изучу. С вами, да? Да. Будем загонять. Вот с этого момента попаду. Вот. И